Война России против Чечни, это фактически началось с 91 года, когда Чечня объявила о своем суверенитете, в общем-то законно объявила. Ичкерия возникла, да. И все было бы нормально, но поскольку Россия является империей, она всегда подавляла любую попытку народов выйти, значит, отделиться, заявить о какой-то своем государственном суверенитете, то тут же развернулась война. Война, она продолжается, собственно говоря, и сейчас, только она другой вид имеет. Ну, а несколько было ярких вспышек войны, в которой, ну, скажем, Ельцина некоторые считают демократом. Так вот, Ельцин руководил страной в тот момент, когда шла и первая война против Чечни, и вторая война. И, собственно говоря, за ручку привел Ельцин привел за ручку Путина на трон. И тут же пошла еще одна война с бомбежками. Грозный был снесен. Там есть оценки, что и 120 тысяч человек в целом погибло, а раненых можем умножать, ну, примерно на 5. Это примерно при миллионном населении в самом начале всех этих военных конфликтов. И вот этот конфликт, он, кстати, очень любопытно проявился. Вот совсем недавно, месяц назад, прошел форум «Свободной России». Это лучшее собрание оппозиции. Приезжают люди и из России, и те, кто эмигрировал. Каспаров там как бы как идеолог, и Ларионов, вот этот уровень. И считается, что это самые, в общем-то, ну, мною считается, например, ну и многими, я думаю, и вами, люди оппозиции по России. И вот там возник любопытный момент. Иван Тютрин, который является, в общем-то, представителем прямым Каспарова и занимается всей организацией, отказал чеченской делегации, то есть вот там Адам Дервишев у меня, и еще один Адам, адвокат. Вот они пытались полгода назад до этого приезжали, проводили там голосование. Просто обратились, взяли микрофон и обратились к залу. А можно мы вот секцию откроем, где обсудили бы вопросы Чечни? Народ поднял руки в зале, они задали вопрос прямой: а кто-нибудь есть, кто против вообще создания такой секции? Никто руки не поднимает. То, собственно говоря, народным голосованием вот делегатов на предыдущем, на 5-м съезде было обсуждено вот такое. А Иван Тютрин здесь занял совсем другую позицию. Он совместно с Константиновым, с Данилом Константиновым, да, это у нас националист, бывший лидер Лига обороны Москвы. И если вы посмотрите, пороете по интернету, мне пришлось, чтобы узнать все-таки этот человек, что он, какой националист. У нас же националисты есть самых разных, так сказать, оттенков и окрасок. Хотя я, например, полностью интернационалист. То есть ко всем национальностям, я считаю, надо относиться равно. Это и есть, вот только в этом подходе это может быть разговор о том, что ты демократ и либерал. А если начинается, что вот мы все-таки наш народ, мы не против других народов, и это бесконечное здесь. То есть националисты, они, в общем-то, это, конечно, не демократы и не либералы, на мой взгляд. И вот я полез, посмотрел, в 2012 году Данил Константинов возглавлял вот эту Лигу обороны Москвы. Он лично говорит, что это крайне правая, то есть, ну, будем говорить, ультраправая, вообще говоря. Дружит он с Беловым, то есть это вообще, Александр Белов, это вы помните, что это вообще радикальные националисты русские в Москве. Ну и там целый ряд вокруг него таких же рьяных людей. А сейчас вот Данил Константинов стал, Каспаров доверил ему вести правозащитную, значит, направление на вот форуме «Свободной России». И вот вдвоем Иван Тютрин и Данил Константинов, они принимают решение и оформляют это отказом чеченцам, чеченской делегации. Причем люди, чеченцы эти, уехали из России, чтобы не быть убитыми. Это демократы, и либералы, и интернационалисты. Они уехали в Европу. В общем-то, это такие же люди, как вот Ахмед Закаев. Большая чеченская диаспора. А вот два Адама, они съездили туда на форум на 5-й, и вот хотели на 6-й тоже поднять вопросы Чечни. А Иван Тютрин сказал, что нет, если вы считаете себя гражданами Ичкерии свободной,
то зачем вам быть на форуме «Свободной России»? То есть Тютрин и Данил Константинов приняли решение о том, что эти вопросы не относятся к вопросам «Свободной России». Это является очень потрясающим. Если вот Ландсбергис полностью по полной программе рассмотрит эту ситуацию, а естественно до него доведут, ну и остальные люди, вот Скобов, но это не дело. Я лично задал Каспарову вопрос письменный. Вот сейчас он хотел отвечать на все вопросы. Под Новый год как раз разместилось на сайте Каспаров.ру. Я задал вопрос, почему они не допустили чеченцев, в том числе там исполняющие обязанности министра иностранных дел, так сказать, в изгнании правительства Ичкерии. Тоже была не допущена на этот. И очевидно, я подозреваю, что Тютрин не самовольничал. Он очевидно выполняет указания Каспарова. А в таком случае, значит, уважаемый Гарри Кимович, ну и руководство, так сказать, занимает позицию, опять же, не демократическую и не либеральную. Если